Так только в горизонтальном положении тут говорится, то что он узкий щиток будет говорить. Но если поворачивать, то здесь, видишь, Я не зашел, в принципе. зеркалится здесь. Зеркалится, и поэтому зайди, вот посмотрим. Бисмилля. Бародаро бахшиши зиёд барои пахши мустақили номустақим ба хотире ки якум бора ана ҳоли сарфаро набурдем ша намефаҳмем чӣ хелиро бимонем, чӣ хеле туғрӣ кунем. Озортон додем бахшиши зиёд. Хоб. Так, вот. Ну как теперь в горизонтальном положении? Не зеркалится? Нет, не получается. То есть ровно, да? Нет. Неровно, да? А так ровно. Да, тогда. Ну, так, пускай будет так, иншаллах. Хейр, иншаллах. По-другому, если честно, не понял, как. Так, отцу позвонить, что там, где они там. Так, маркер, где маркер? Готов. Зайдется? Да. Так, давайте повторим. Пока остальные ушли. Алло, да? Там настроили? Да, Или بسم الله отправил? Алло. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yok. Там он максимум фига Мгм. Тут все зеркалится. Как вы хотите. Я не знаю, здесь почему-то все зеркалится, видишь? Все наоборот. Слушали просто. Ладно, что? Как зеркальце? Ну, смотри, бисмилля рахман рахим, я написал, а тут как? Вот. Отец говорит, что сейчас должны приехать Исмаил с Амаки, и можете начинать без него. Хайран, иншаллах, спасибо. А вот хотел спросить, кстати, когда я пошел за хабту, а за хабта... Ты пошел. А, ты, да. Это уже обращение. Когда идет фатха, это уже обращение. Так, там тоже зеркалец? Оп, да. Нет, тогда лучше уже, да? На Миле? Смело лучше писать лучше. Или на другой телефон? Какая разница, если тут зеркалится все. Не знаю, может, посмотри там, типа как. Ну-ка, дай телефон твой. Посмотрим сейчас, если отсюда зеркалится или нет. Я нас подписался, так что можно смотреть. Нет, ну, видишь, на здесь подписке зеркалится. Это мы видим зеркально здесь сейчас. То есть здесь не зеркалится? Нет. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Пускай будет чуть выше, а доску чуть левее. На. Мы взяли два вида, да, дахабту и дахабна. Это первое лицо. Первое лицо у нас двух видов спряжения. Либо единственное число, либо джамаа. Либо ты говоришь за себя и за других. Либо тот, кто возвеличивает себя. Например, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна нахну наззальна дзикра ва инна лаху лахафидун». Мы не спаслали этот Коран, и мы его защитим, да?
Почему говорит мы? Потому что это возвеличение. Это возвеличение. Аллах самый достойный, чтобы возвеличивать себя, и его рабы возвеличивают его, поэтому говорит мы. Чтобы другие не понимали неправильно, некоторые сказали, что некоторые не ученые, некоторые говорят, что это может он из-за себя, из-за ангелов. Нет, он говорит только за себя. Мы говорит, как в Коране, когда вы видите слово мы, когда Аллах говорит о себе, то это возвеличение называется. Понятно, да? То есть возвеличение. Аллах достоин, чтобы он себя возвеличивал, и мы его возвеличиваем. Получается, люди говорят либо от себя, либо от других. Возвеличивать себя нельзя, да? Возвеличивать себя человек не имеет права. То есть как короли, когда разговаривают. А и мы сделали, мы так-то сделали. Ну, не всегда это, как бы говорится, если человек скажет «мы сделали», то это возвеличение. Иногда, например, человек говорит от себя, от своих помощников. Например, короли тоже так говорят. Мы построили дома, мы сделали город лучше. Даже если обычный человек так говорит, получается, он возвышается? Нет, ну это зависит опять же от контекста и как он это говорит. Потому что многие вот, правители так и обращаются, как мы построили. То есть он сам не строил, но он финансировал это. Или владельцы компании какие-то говорят, мы сделали это, мы создали этот проект. Мы создали этот проект. Что он имеет в виду? Что он и его друзья, то есть его помощники сделали это. Нельзя что-то. Нет, ничего страшного, иншаллах, нет, если человек не возомнил себе возвеличение. Просто намерение хорошее. Намерение, да, короче, зависит от намерения, от контекста, как он говорит. Ты же видишь, когда человек возвеличит себя, он гордливо это говорит. Ты видишь по контексту, ты поймешь, что это. Высокомерие, да, чувствуется высокомерие. Мы сказали, захабту и захабна. Я пошел, и мы пошли. И у нас куча, иншаллах, в будущем будет куча глаголов, других глаголов, которые надо спрягать таким же образом. Мы взяли касара, например, да? Касара – сломать. Я сломал свою ручку, как сказать? Касарту максури. Максура. Касарту алям. Касарту. Касарту аль-алям. Не, они добавляют. Если просто карандаш, ты правильно сказал. Касарту калам. Я сломал ручку. А если ты говоришь, я сломал свою ручку? Касарту аль-алям. Не, без аль. Аль просто. Аль. Что уже потому что ты же мудаф делаешь. Ты говоришь себе, спрягаешь его к себе. Касарту калями. Да. Они аль это определенно. Например, ты сломал вот эту ручку, ты говоришь, касарту каляма. Просто ручку сломал. Ты его не спрягал к себе. А когда ты говоришь, моя ручка, ты говоришь калями. Не говоришь аль-калями. Неправильно говорить аль-калями. Касарту калями. Я сломал руку. Касарту яди. Я сломал палец. Кто помнит палец? Изба. Изба. А как будет напить? Зуфр. Касарту исбаи. То есть добавляешь букву я в конце. Касарту исбаи. Если сломал ноготь, касарту зуфри. Касарту зуфри. Я сломал нашу кровать. Касарту сарири. Сари рана, да? Сари рана. Сари рана, нашу кровать. Мы же говорим, о общем говорим. То есть у нас есть спряжение, смотрите, спряжение и глагола есть, и спряжение имен, вот имя существительного. Мы спрягаем, когда имя существительного, как мы говорим? Сари руна. Что значит? Наша кровать. Сарири – моя кровать. И также и глагол. Либо ты говоришь, что я сделал, либо мы сделали. Захабту – я пошел. Захабна – мы пошли. Касарту – я сломал. Касарна – мы сломали. Понятно, да? Мы сломали, например, наш стол. Касарна. 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 Мактабна. Не вижу. Мактабана. Касарна. Мактабана. Я просто аль добавил ко мне. Аль неправильно, потому что мы же спрягаем его к себе. Спряжение, опять же, двух видов. Мой стол как будет? Мактаби. А наш стол? Мактабуна. Мактабуна. Ну, когда мы говорим сломать, то уже идет фатха. Это потом я объясню, почему. А просто, когда вот просто собегаешь без глагола, просто без глагола, как мы говорим? Мактаби, мой стол, мактабуна, наш стол. Правильно, да? Вот. Са, как будет мои часы? Саати, мои часы, наши часы. Саатуна. То есть идет замма, в конце идет замма всегда.
А когда уже глагол используем, например, вот касара, мы сейчас говорим о касара, да? Касарту саати, я сломал свои часы, я сломал наши часы. Саатана. Саатана. Просто запомните то, что без глагола саатуна с глаголом саатана. То есть просто у меняется на а. Замма меняется на фатха. Замма меняется на фатха. И все. Получается, мы сломали, как будет? Касарна. 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 Хафида. Я выучил. Просто выучил. Я. Хафиз. Хафизту. Мы выучили. Хафиза. Хафизна. Ну, что угодно. Например, хафизту дарс. Хафизту дарса. Мы выучили урок. Хафизна. Хафизна дарса. Если наш урок, говоришь дарсана. Если просто урок, хафизна ад дарса. Мы выучили урок. Мы выучили урок. Тай. Какие еще глаголы есть? Я сидел дома. Джаласту фильбай. في البيت في كسر أنا حرف جر جلست في البيت мы сидели дома Джаласту мы джаласна фил байти. да, ты о прошедшем говоришь джаласна фил байти. Смотри, сейчас сделаем предложение. Ты сказал джаласна фил байти и покушали рыбу. Мы сидели дома и ели рыбу. Джаласна фил байти как Ва акаля. Ва акаля. Нет, смотри. Акальна. Ва акальна. Ва акальна. Салифлям. Рыба. Акальна. Ас-самаку. Не, погодите, самакна. Самака. Просто самака. Просто рыбу. Ты говоришь о рыбе просто. Не говоришь моя рыба, наша рыба. Нет. Не спрягаешь рыбу. Просто рыбу кушали. Разве не и были? Потому что съели же. Ну, съели нет. Ас-самака. Ас-самака будет. Или просто ас-самака. Не утруждайтесь. Можно говорить ас-самака. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аяк Аллах, хей. Как ты? Смотри. Получается, как ты сказал, мы сидели дома и кушали рыбу. Еще раз. Джаласна. Подожди. Скажи. Я тебе сейчас новый дам. Джаласна фил байти. Ва акальна ас-самак. Ас-самак. Или ас-самака. Вакальна ас-самака. Лучше в конце просто самак сказать, да. легче. Если тебе легче, можно сказать ас-самак. Вакальна ас-самак. Вакальна ас-самак. Молодец. Это уже целое предложение. Видишь, ты уже понимаешь, как структуру, как делать предложение. Таким же образом, другие глаголы сейчас тебе дам, то же самое ты сможешь сделать. Другие новые глаголы. Например, смотри, мы сидели дома и учили урок. Дараса будет. Учили дараса. Мы Учили не дараса, учили будет хафиза. Не, это выучить хафиза. А учили, вот, например, учили урок. Джаласна фил байти ва учили дараса. Дарасна, правильно? Дарасна дарс. الدرس ودرسنا الدرس ودرسنا الدرس جلسنا في البيت ودرسنا الدرس. طيب мы убирались дома. نحن نظفنا في البيت. Ну, в фильбете в дома будет, а ты должен говорить просто убирали дом, чистили дом и просто чистили дом, да. Пускай будет так. نحن نظفنا بيتي. Аль-байта. Если мой дом, то говоришь байти. Назафна байти. А нахну обязательно добавить? Ну, можно без нахну, можно добавить. Ничего страшного. Нахну, назафна аль-байта. Ничего страшного. Это как таукид будет, да, как подтверждение. Мы убирались дома. Смотри, на русском тоже. Можно убрать мы. Убирались дома. Можно добавить мы убирались дома. Это же то есть не режете слух. То же самое в арабском. Нахну, назафна аль-байта. Я только пришел. Мы сидели в классе и ели рыбу. Нет, мы сидели. Джаласа, ты сказал. نحن جلسنا في الفصل
Акаля. أكلت أكلنا السمكة. وأكلنا السمك, да? أكلنا السمكة. وأكلنا السمك. Мы сидели в классе и ели рыбу. И ели рыбу. Получается разумно связано? Да, да. جلسنا في الفصل وأكلنا السمكة. طيب. Мы ходили в рынок и купили яблоко. Мы ходили в рынок. Сейчас. ذهبنا في السوق. Не фи. Другое. إلى. В сторону, да? ذهبنا إلى السوق. إلى السوق. أكوبيت как? اشترينا будет. واشترينا рыбу купили. واشترينا нет, яблоко. اشترينا واشترينا التفاح. Просто التفاح, если ты хочешь حركاتом. واشترينا التفاحة. واشترينا التفاحة. Мы пошли в рынок и купили книгу. ذهب. Пошли. ذهبنا إلى السوق. Не إلى. شمسية سين. سين شمس. ذهبنا إلى السوق. اشترينا. واشترينا, говорите, чтобы связалось. Да. واشترينا كتاب. الكتاب. واشترينا الكتاب. الكتاب. Мы пошли в рынок и купили мясо. Пошли захаба, да? Ну, это только то, что... Захабна, мы пошли в рынок. Захабна إلى السوق. اشترينا واشترينا السمك. Это рыба. لحمة. اللحم. Или اللحمة. واشترينا اللحمة. اللحمة, да. Мы сидели дома и сломали часы. جلسنا في البيت وكسرنا الساعة. الساعة. или الساعة. وكسرنا الساعة. جلسنا في البيت وكسرنا الساعة. طيب. Мы сидели дома и убрались в комнате. جلسنا في البيت نظف. в комнате. Не نظف. ونظفنا в комнате. Просто комнату. ونظفنا غرفتي. الغرفة. Просто комнату. جلسنا في البيت ونظفنا الغرفة. Можно вот так говорить? ونظفنا الغرفة. غرفة – это что? Комната. Аль-гурфата – то же самое, просто там, как будто мы, если просто останавливаемся, ونظفنا الغرفة. Если с харакатом хотим сказать, ونظفنا الغرفة. Мы сидели дома и помыли машину. غسل будет мыть. Пускай он. جلسنا في البيت وغسلنا السيارة. Так, سيارة. وغسلنا السيارة. Молодец. Мы вышли из дома и пошли в рынок. Мы вышли. Хараджа. Хараджна. Мы вышли из дома. Хараджна. Какой харф джар? Из, да? Фи. Мин. Хараджна миналь байти. И пошли в рынок. пошли хараджна, вахараджна, вазахабна иля сук. Мы вышли из школы и пошли в мечеть. Вышли, хараджна иля мадраси, мин мадраса. Смотрите, сейчас, секунду, брат, извиняюсь. Когда вы говорите хараджа, она всегда связана с мин. Невозможно говорить хараджа и не использовать мин. Обязательно откуда-то вы выходите же. Вот. Хараджту мин аль-фасли, хараджту мин аль-масджиди, хараджту мин балади. Я вышел из своей страны, из своей родины. Хараджту мин Русия.
Хараджту мин Туркия. Хараджту мин аль-байти. Хараджту мин аль-масджиди. Что еще можно? Хараджту мин аль-фасли. Хараджту мин аль-мадрасати. Хараджту мин аль-джамиати. Что такое джамиа? Джамия. Университет, да? Хараджту мин аль-джамиати. Джамия. Да. Хараджту мин аль-сайярати. Поняли, да? Хараджа всегда связано с мин. Не говорите ни фи, ни иля. А захаба, смотрите, хараджа связано, то есть каким харфиджар мин. А захаба связано с харфиджар иля. Хараджа значит будет с мин, а захаба будет с иля. Когда вы используете захаба, обязательно где-то вы должны использовать иля. Хараджа. Да. Какому-то направлению. Хорошо знаешь, что хараджа вышел, да? Да. Из хариджитов. Да, это есть хаваридж, это Вышедший. глагол хараджа. Против, да? Они вышли против джама, то есть против джамаат муслимин, против ученых, против большинства мусульман. Большинство мусульман имеется в виду те, кто на правильном пути, даже если их мало. Большинство не умеряется размером или количеством. Нет. Она мерила большинства на пути сунны. Поэтому пророк саллаллаху алейхи сказал, что в судный день станет человек, то есть пророк, в котором было никто. То есть никто его даже не принял. Он один бедный станет в судный день, никто его не принял. И будет пророк, за которым последовали 2 или 3 человека, за которым будет 1 человек последовал. А будут пророки, говорит, которые будут сам один. Они были что? Они были джама. Поэтому Аллах говорит Ибрахим, кто он Ибрахим? Инна Ибрахима кана умма. Поистине Ибрахим был уммой, общиной. Он был один, но он считался общиной, потому что все были мушриками. Никто его не принимал, поэтому Аллах его назвал кем? Целая община, хотя он один. Поэтому хаваридж, они против кого вышли? Против джама, общины мусульман. Ну и также против всех мусульман, потому что они такфирят всех, кто не в джамаате. Поэтому они вышедшие. А их вышли против ученых и против джама муслимин. Получается, я вышел из школы и пошел в мечеть. Я вышел. Я. Хараджа. Как захабту? Хараджту. Вышел Из школы. Хараджту миналь мадрасати и направился. И направился в мечеть. Вазахабна иля масджид. Ну, ты от себя только говори. Не захабна, а я пошел. Захабту. Вазахабту иля масджид. Иля масджиди. Теперь то же самое, только мы вышли из школы и пошли. Захабна. Вышли. Мы вышли из школы. Хараджна миналь масджиди. миналь мадрасати. وذهبنا إلى المسجد. وذهبنا إلى المسجد. Еще раз то же самое. Чтобы ты быстро говорил, без запинок. ذهبنا إلى вышли. ذهبنا من вышли, хараджа. خرجنا من المدرسة وذهبنا إلى المسجد. وذهبنا إلى المسجد. Давайте я попробую. Мы выучили урок, приобрели мы выучили урок и поняли. حفظنا درسу. Ад-дарса. حفظنا درس. Дарасна дарса. Хафизна это выучить наизусть что-то. А здесь хафиза учили, просто учили урок. درسنا الدرس وفهمنا. Нет, все, вы и поняли. Но смотрите, давайте я вам пользу дам. Глаголы тоже, вот давайте уже третье лицо сразу возьмем. Сегодня у нас третье лицо, да? Третье лицо. Движение, да? Допустим, пускай будет захаба. Классическая захаба. Захаба. Вот это третье лицо. Он пошел. Она указывает на мужской род, да? Единственного числа. Женщина. Захабат. Сукун в конце. Она пошла. Он пошел, и она пошла. Тай.
Есть глаголы, которые являются мутаадди и не мутаадди. Что значит мутаадди и не мутаадди? Переходящий и не переходящий. Вот, например, сейчас загаба у нас не переходящая, хараджа тоже не переходящая. То есть смотри, что значит переходящая? Переходящая – это требует маф'улюн бихи, то, на что падает действие. Не переходящая не требует. Вот сейчас даже на русском можно объяснить в двух словах. Например, правильно говорит «пошел его». Да, фухэджи. Понимаем, что значит «пошел» загаба? Она не переходящая. А вот «сломал» она переходящая или не переходящая? Не переходящая. Не переходящая, потому что она требует «что сломал». Мы даем вопрос. Вот как понять, что глагол переходящий на арабском как будет мутаадди? Мы задаем вопрос «что?» Что он сделал? Например, «загаба» он пошел. Мы уже поняли, что он пошел. Мы уже не задаем вопросом «что пошел?». Правильно? Мы же не говорим «что пошел?». Хараджа вышел. Что вышел? Так же не говорят. А вот касара сломал. Вопрос. Что сломал? Поняли, что такое мутаадди? Это Не- Да. Зараба. Ударил. Что ударил? Мутаадди или не мутаадди? Мутаадди. Касара сломал. Мутаадди. Потому что отвечать на вопрос, что сломал. Назафа почистил. Что? Мутаадди? Мутаадди. Мутаадди. Я буду говорить глагол, вы скажите, она мутаадди или не мутаадди? Хафиза. Мутаадди. Мутаадди. Потому что что выучил? Либо урок, либо суру, либо что угодно. Пускай он скажет. Кома встал. Мутаадди или не мутаадди? Стало откуда можно сделать? А, нет. Можно задать? Ну, ты скажи, она переходящая или не переходящая? Ты сам скажи. И подумай, хорошенько подумай, и скажи потом. Вот кома встал. Можно сказать, что встал? Нет. Значит, она что? Не Не мутаадди, то есть не переходящая. Мутаадди Это как переходящий, загаба. да? Да, кома значит как загаба и хараджа. Загаба и хараджа, она не переходящая. Мутаадди это если мы задаем вопрос, если он отвечает на вопрос. Да, то отвечать это- на вопрос, что он сделал, то она это мутаадди. мутаадди. Поняли, да? Даже на русском это легко понять. Значит, кома встал. Это как загаба и хараджа. Она не переходящая. Поняли? Мгм. Любой глагол мутаадди, теперь второе. Любой глагол мутаадди, ее можно спрягать с местоимениями. Например, ты можешь сказать касара ас-саата. Правильно, да? Касара ас-саата. Он сломал часы. Можно сказать часы какого рода у нас? Женского. Можно сказать касарага. Мутаадди это переходящий. Переходящее. Переходящее. Отвечать на вопрос, что сделал. Вот так напиши. Отвечать на вопрос, что сделал. А не переходящее, гайру мутаадди. Называется гайру мутаадди. Смотрите, слово касара, помните, да? Касара. Такой же глагол прошедшего времени. Такой же глагол, как загаба. Только он что? Мутаадди, да? Касара. Можно сказать загабаху? Нет. Пошел его. Я же вначале сказал. Нельзя, потому что это гайру мутаадди. А можно сказать касараху? Да. Он сломал его. Если этот предмет мужской, например, мактаб у нас какого рода? Что? Ман касарахада. Что я сказал? Кто его сломал? Кто сломал это? А это что я указал на А мактаб? почему загадка? Так. Захабаху. Он пошел его. Ну не говорят же так. Она не мутаадди. Она не переходящая. Значит, третье лицо загаба. Два вида и все, да? Нет, только первые два. Не, я сейчас не об этом. Не, там больше видов. Захаба, захабу, захабу и захабна. 5 видов. Захаба это он пошел. Захабат она пошла. Захаба. Они оба мужчины пошли. Захабата. Они оба женщины пошли. Захабу. Они мужчины пошли. И захабна они женщины. Это стандартное. То же самое мы можем сказать с касара. Касара он сломал. Касарат она сломала. Неважно что. Касара они оба сломали. Касарата две женщины сломали. Касару они мужчины сломали. Касарна они женщины сломали. Просто я сейчас хочу до вас довести, что есть глаголы мутаадди и не мутаадди. Спрягаются они одинаково. Это 5 видов загаба. И касара тоже 5 видов. Просто мы в касара еще можем местоимение добавить. Ха, ху, хум, хунна. Вот это можем добавить. А вот сюда не можем добавить, потому что она не переходящая. Это отвечает на вопрос, что сломал касара,
А загаба не отвечает на вопрос. Мы уже берем полную информацию. Он пошел куда-то, мы уже знаем. Мы же не говорим, куда пошел. То есть, можем сказать, куда пошел. Имеется в виду, известно, что он пошел. А вот касара отвечает на вопрос, что сломал. Понимаешь? Когда он отвечает на вопрос, что сломал, значит, она какая? Мутаадди, переходящая. Получается, можем сказать, он его сломал? Можем, да? Например, что это? Ман касара хада. Кто сломал это? Мы можем сказать, касара аль-мактаба Мухаммаду. Сломал стол Мухаммад. Касара аль-мактаба Мухаммаду. Либо же скажем, касараху Мухаммаду. Его сломал Мухаммад. Поняли? Касараху. Вот это ху. Местоимение кому возвращается? К столу. Сломал его Мухаммад. Ты понял? Нет. Запутался? Да. Понял, что такое мутаадди? Да. Это то, на что отвечает, то есть вот это что-то отвечает на вопрос. Глагол, который отвечает на вопрос, что сделал? Что сделал, Что сделал? То есть касара. Сломал. Захаба. Нельзя говорить. Нельзя, потому что он не мутаадди. Он не мутаадди. Хараджа вышел. Вышел, все, понятно, вышел. Что он вышел, его действие понятное, он уже вышел либо из класса. Это действие понятное. А вот сломал, у нас задается вопрос, что сломал? Ну, вот второе лицо захаба, да? Угу. Там захаб. Захабта, ты пошел. Захабти. Ты пошла, да. Захабтума. То же самое с касар говорим. Касарти, ты сломала. Касартума, вы оба сломали. Касартум. Спряжение одинаковое, просто разница между захаба и касара в чем? То, что это мутаадди, а это не мутаадди. Это можно соединить еще и с местоимением, потому что она мутаадди. Сломал что? Стол. Стол мужского же рода. Можно сказать хуа? Да, можно. То есть хада, да? Хада мактабун. Это мужской род. Значит, можно сказать касараху. Можно сказать двух видов. Ман касара хада. Я спрашиваю, кто сломал это? Указываю на стол. Ты отвечаешь касара аль-мактаба, можно добавить. Касара аль-мактаба Мухаммад. Его, то есть сломал стол Мухаммад. Слово стол можешь лучше всего говорить вот так вот. То есть укращать, не повторять слово мактаб. Сразу говоришь касараху Мухаммад. Ман касара хадихи, указываю на часы. Что ты скажешь? Касараху саат. Хадихи, женская. Касараха. Касараха. Она же женского рода. Женское второе. А? Это третье лицо. Это третье лицо. Сейчас о третьем лице говорим. Касараха. Касараха. Ее сломал кто? Вот его, ладно, будет на арабском знать, что часы это женского рода. Поэтому Касараху Исхак. Касараха Исхак. Касараха Исхак. Ее сломал Исхак. Либо говоришь касараху, либо касараха, потому что предмет бывает либо мужского рода, либо женского. Пришел, и у тебя холодильник сломанный. Ман касара салляджа. Ман касара салляджа. Кто сломал холодильник? Он говорит, сломал ее. Касараха Ясмина. Касараха Ясмина. Но Касараха Ибни. здесь уже касара, смотри, касараха здесь мужского рода сейчас. Касараху. Почему касараха Не смотри. Потому что касара, смотри, захаба у нас, да, спряжение, смотрите. Он пошел, он сломал. Как будет? Без вот этого сейчас. Без местоимения. Касара, он сломал. Захаба, он пошел. Касарат, захабат, она пошла, а она сломала. Как будет? Касарат. Касарат. Мы же еще не спрягали его. Касарат. Только два сейчас возьмем, остальные потом возьмем. Сейчас только два. Захаба. Он пошел, касара, она сломала. Давайте хафиза. Захаба. Он пошел, хафиза, он выучил, да? Захаба. Он пошел, дараса, он учил. Мужской род. Да. Женский род. Хафизат. Она выучила, касарат, она сломала. Давайте женский род возьмем несколько еще.
Захабат запомнили? Что значит захабат, брат? Захабат. Она пошла. Запомнил? Захабат. Сможешь сказать, она сломала? Касарат. Она выучила. Хафизат. Она посмотрела на вара. Почему не хафизата? Потому что двойственная будет хафизата. Понял. Хафизата двойственная женская. Две женщины. Хафиза, салиф, двое мужчин выучили. Понял. Хафизата, две женщины выучили. Понял. Понял, да? Это второе лицо. Это третье лицо. Он, Нет. он. Она, он. Касарата. Касарата, третье лицо, только двойственное. Третье лицо двойственное. Но ты же о них говоришь. И ты говоришь, выучила. Выучила она, третье лицо. Они оба, девушка, выучили хафизата. Они оба, девушки, сломали касарата. Сейчас только два возьмем. Захаба, он пошел, он выучил хафиза. Вот можно вопрос? Мужской род, то есть он, третье лицо. Например, Сейчас объясню. глагол другой скажите. Гасаля. Гасаля, как переводится? Помыл. Гасаля. А если в третьем лице? Он гасаля так и стоит. Гасаля. Он помыл. Гасаля, он помыл. Она помыла. Гасалят. Гасалят. То есть Единственное. гасаля это мутадди, а это захаба не мутадди. Потому что что помыл, отвечает на вопрос, что помыл или что помыла. Поняли, да? И гасаля можно добавить местоимение. Если предмет мужской, например, камис у нас какого рода? Мужского. Гасаляху говорим или гасаляха? Гасаляха. Он помыл. Почему гасаляха? Гасаляху. Гасаляху. Правильно. Гасаляху. Например, не говоришь камис, говоришь гасаляху Исраиль. Я говорю, ман гасаля камиси. Кто помыл мою рубашку? Говоришь, гасаляху Исраиль. Пришел, машина чистая. Машина какого рода? Женского. Говоришь, ман гасаля сайярата. Ты говоришь, ее помыл Исраиль. Гасаляха. Гасаляха. Сказал неправильно. Гасаляха нет. Ты неправильно сказал, только гасаляха. Про рубашку, когда я говорю. Сам. Во время урока телефона выключаем. Мария дарс судья. Айна, ихтирам. Полностью выключаем. Братья, еще раз объясняю. Смотрите. Захаба – это он пошел. Давай так сделаем. Первое лицо, второе, третье. Я уже запутался. Первое лицо мы уже вчера взяли. Захабту и захабна. Два вида. Второе лицо идет тати тунна. Захабта – ты пошел. Захабти, захабтума. Вы оба захабтунна. Все. Третье лицо – захаба. Он пошел. Она пошла захабат. Она пошла захабат. Все, два, что ли? Есть еще три есть. Я просто мы здесь путаемся. Просто два вам сейчас даю, чтобы... Для этого надо сперва это пройти. Все. Ладно. 5 видов. Захаба, он пошел. Захабат, она пошла. Захаба, спалив. Захаба, они оба пошли. Захабата, они оба женщины пошли. Захабу, они мужчины пошли. И шестое, захабна, они женщины пошли. Давайте нарисуем. Давай, сейчас нарисуем. Сколько у нас тут? 6. Захаба, он пошел. Захабат, Пошел. двойственное мужское. Захаба. 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 Просто захаба. Вот видите, как пишется? Алиф. Захабатун. Захабата, две женщины. Еще есть это два мужчины и две женщины. Захабата. Уже не рисуем. Алейкум ассалам. Вот опять у меня написано, я правильно прочитаю? Смотри. Захаба, да?
Захабат. Захабат. Да? Да. Захабата. Да. Захаба. Да? Захабу потом, да? Я почему-то 6 писал. 6, правильно, все правильно. Все правильно. И захабу. Смотри, брат. Захаба. Да? Первое. Второе. Захабна. Потом третье. Захаба или захабта. Смотри. Захабта это, брат, второе лицо. Захабта это второе лицо. Сейчас мы третье лицо говорим. Захабата я имею. Захабата это третье лицо. Двойственное женское. Смотри, брат, по порядку. Захаба, он пошел. Захаба. Захабат, она пошла. Захаба, двойственное мужское. Захаба, салиф, вот. Захаба. Они оба, мужчины, пошли. Захабата, они оба кто? Женщины пошли. Захабу, они мужчины пошли. И захабна, они женщины пошли. А почему 6 стало? Ну, потому что, видишь, двойственное, оказывается, еще и в третьем лице есть женское, можно. Арабы двойственное женское давали и двойственное мужское. А в втором лице, например, говорят захабтума, можно говорить и двум женщинам, и можно двум мужчинам. В втором лице. Захабтума. Я тоже Захабтума. смотрю, здесь 6 мне Да. Захабтума это... Тум, когда вы скажете захабтум или захабтума, это когда обращаетесь к мужчинам. Ну, то есть это не ошибка получается. Нет, если, смотря к кому ты обращаешься. Смотри, захабтума, две девушки зашли. Захабтума или суки, вы оба пошли в рынок. Если два мужчины будут там, захабтума. Второе лицо правильно, когда ты обращаешься к двумя, нету разницы, там, две женщины, один мужчина, одна женщина. Если это пара, нету разницы. Говоришь, захабтума правильно. Захабтума правильно. А в третьем лице захаба это два мужчины пошли, а захабата два женщины пошли. Поняли? Это какой у нас глагол? Гайру мутаадди. Гайру мутаадди. У нас есть местоимение анта, то есть хуа хия, да? Хуа хия хума хум гунна. В предметах либо это хуа, либо это хия. В предметах предмет. Либо это хуа, либо мужское, либо женское. Правильно? Либо мы говорим, если указываем, говорим хада, если это женское, говорим хадихи. Если она где-то там, не перед нами, в третьем лице, мы говорим хия саатун джамиля. Хия саатун джамиля. Говоришь, я видел у Мухаммада часы. Саатун джамиля, хия можешь сказать, да? Потому что ты говоришь о часах, которые сейчас рядом нету. Либо хуа говоришь. Хуа байтун джамиль. Это хороший, красивый дом. Его дом получается? Да. Ну, его дом будет байтуху. Хуа, вы говорите, хуа байтуху. Он, ну, как будто мы сказали, он красивый дом. Как будто бы, да? Сам дом. Да, сам дом описываем. Суть в чем? Это гайр мутадди. Она, можно сказать, например, захабаху? Нет. Нет. Он пошел в его. Нельзя сказать. А вот касара, Да. касараху, он сломал его. Например, я спрашиваю вопрос. Ман касара хада? Кто сломал это? Казараху ибни. Касараху ибни. Он сломал его, мой сын. Ман касараха, указывая на часы. Как ты скажешь? То же самое скажи, сломал ее мой сын. Касара саати. Нет, Казараха ибни. ибни. Касараха ибни. Вопросительно, а касара не предположит? Можно говорить. Акасараху, например. Акасараху Ибрахим. Его сломал Ибрахим. Ля ибни. Ибни. Акасараха часы. Акасараха Мухаммадун. Ля касара Исраиль. Касараха, например, Ибни. Или касараха кто-нибудь другой. Касараха Билалун. Касараха Билалун. Понятно? Понял. Хафиза. Смотрите, давайте просто спряжение без местоимения, без соединения местоимения. Теперь вы поняли, когда будет хараджа у нас мутаадди или гайр мутаадди? Гайр мутаадди. Давайте спрягаем хараджа. Захаба, он пошел. Хараджа, он Вышел. Повторяйте. Хараджа. Он вышел. Хараджа он вышел. Захабат, она пошла. Хараджат, она вышла. Захаба, они оба пошли мужчины. Хараджа, Они оба вышли. захабата, они оба женщины пошли. Хараджата, Они оба женщины вышли. они оба девушки, женщины. Хараджата, они оба женщины вышли.
Захабу, они мужчины пошли. Хараджу, они мужчины вышли. Захабна, они женщины пошли. Хараджна, Они мужчины. они мужчины. Хараджна, они Они женщины. женщины. Вот. Захаба, это кто? Я не понял, почему так было. Нет, вот здесь я только что понял, хотел вас спросить вот этот вопрос. Почему, в первом, например, захаба, да? Мгм. Один он, то есть. Он пошел. Он пошел. И также хотел спросить, почему внизу написано точно так же, а потом только алиф увидел, когда говорится Это алиф захаба. указывает, да, Да, то есть двойственное. удлиняется, Двойственное, да. И точно Захаба. так же здесь получается. Захабата, то есть это двое Понял? женщин. Давайте повторять, братья. Захаба, он пошел. Захаба. Ильхамака, захаба, он пошел. Он пошел. Захабат, она пошла. Она пошла. Вот это надо зазубрить, выучить полностью. Захаба, кто пошли? Они мужчины. Два мужчины, да? Две. Да. Два. Захабата, Они две. женщины. Две женщины. Они пошли, да? Захабу, они Мужчины. мужчины пошли. Захабна, Они женщины. они женщины пошли. Сможешь также спрягать хараджа? Вот, можно вопрос? Пускай он спрягает. Хараджа, Он вышел, он вышел. Хараджат, она вышла. Хараджата, Хараджа, Хараджа, они оба они мужчины. оба мужчины вышли. Хараджата, Хараджата, они оба они женщины. оба женщины вышли. Мгм. Хараджу, Да? они Мужчины. мужчины вышли. Хараджата, Захабна, хараджна. хараджна, они женщины вышли. Они женщины вышли. Можно я попробую? Что тут непонятного, Скажи. субханаллах? Можно вопрос? Что непонятного? Подожди, Усай. Что непонятного? Смотри, М. он направился, М. она направилась. Ты не Они- переводи, читай. Не, вообще говорю. Они оба мужчины направились, они оба женщины направились. Они мужчины направились, они женщины. И что? И вот почему так. Что? Не, ну сказали же, арабы сказали, ну то есть. Арабы совсем разделили другое. в третьем лице, только в третьем лице разделили между двумя мужчинами и двумя женщинами. Если два мужчины пошли, они говорят захаба. Понял. Я говорю, А здесь айна Исмаил, Они- смотри. Они более двух человек, правильно? Что? Ну вот смотри, брат. Захаба и захабна Да. это двое захаба. Да. А захабна это больше двоих. Не, да, 3 уже, 4, А, 5. Захаба, Я это думал, одно- здесь- один человек. Это двое, мы же говорим двое, субханаллах. Двое, да, в русском языке больше одного, это уже джама. Женщина. Смотрите, братья, просто в арабском языке джама это больше двух. Это потом уже джама будет. А в русском что? Если один это один, двое это уже говорит мы. Уже все, это уже джама. А в арабском в третьем лице только, в третьем лице. Есть двое мужчин, они пошли захаба, и двое женщин захабата. А они женщины, то есть более двух уже. Захабна. Они женщины. Вот, это, вот здесь я буксовал. Все, понял теперь? Теперь То понял. есть вот это захаба Мгм. И захабата. и захабата. Мгм. Это мужское, женское. Мужское захаба, Двойственное мужское, захабата, двойственное женское. а вот Захабата или Захабу это уже больше 3. Уже 3 народ, человека, да. это уже народ. Захабу, они мужчины, они мужчины. Захабна, они женщины. Больше 2. Больше 2. Захабу, они мужчины. Больше 2. Захабна, они женщины. Они женщины. Понял? Теперь вот. Теперь любой скажи, я буду сказать. Теперь поняли, это какой глагол? Гайру мутаадди. Мы спрягли, альхамдулилля. Теперь хараджа. Скажи, он вышел. Он учит хараджна. Он один. Вот захаба, значит будет хараджа. 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 Она вышла. Хараджта. Хараджат. Хараджат. Не подсказывайте, братья. Хараджа. Они оба мужчины вышли. Захаба. Ну это да. Хараджа. 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 Они оба женщины вышли. Хараджата. Они мужчины вышли. Хараджу. Они женщины вышли. Хараджна. Хараджна. Хараджа. Понял, да? Да, всё понял. Смотри, и теперь Теперь понял. вот любой, если это мутаадди, мы можем еще испрягать и еще добавить туда местоимение. Местоимение. Смотри, он сломал его, касараху. Он сломал ее, если предмет женское, говорим касараха. Он сломал ее.
Смотрите, теперь второе возьмем. Она сломала, она выучила, что-нибудь возьмем. Она сломала, как бы не забываем, что здесь есть в конце та. Захабат. Касарат. Теперь смотрите, местоимение добавляем. Касарат ху. Она сломала его. Касарат ху. Всегда. Поняли, да? Если мужчина касара. Просто касараху. Касараху. Она сломала касаратху. А можете теперь вот это, то, что мутаадди, написать? Сейчас. Касаратху. Кто сломал, он или она? Касаратху. Угу. Они мужчины. Касаратху. Смотри. Касарат. Кто сломал? Вот захабат. Кто пошла? Женщина. Касарат. Сломала она. Она сломала. Она сломала предмет мужской. Касаратху. Он сломал. Она сломала его. Он сломал его. Касараху. Он сломал его. Она сломала его. Касаратху. Запомнил? Касаратху. Понял? Давайте я Просто вот это надо выучить. Да. Потом. Нет, подожди, ты уже знаешь, просто не... Смотри. Касараху. Кто сломал? Это мужской род. Он сломал, например, стол. Я говорю, ман касарахада. Кто сломал этот стол? Ты говоришь, если мужской, если это мужчина, говоришь, касараху Исраиль. Касараху. А если женщина, Касаратху. Она... Если мужской он сломал, если женщина ломает мужской. Касаратху. Касарат. Касаратху. Касаратху Ясмина. Касарат. Касарат. Он сломал. Это сломал. Касараху, он сломал его. В общем, как мужской род, только в женском роде Т добавляется, да? Она сломала его. Касаратху. Она сломала ее. Касарат. Смотри. Касараха, он сломал ее. Она сломала ее. Касараху. Касаратха. Касаратха. Понял? Касаратху. А сломала ее, это ха, да? Да. Касаратху. Если это, например, стол. Ясмина сломала стол. Касаратху Ясмина. Часы сломала. Как ты скажешь? Касарат. Касарат. Ясмина? Да. Касаратха. Касарат. Ха. Потому что часы у нас женского рода. Мы можем просто добавить, сказать этот предмет, повторить, но лучше всего местоимение использовать. Говорит, например, касара аль-мактаба Исраиль. Либо касарат аль-мактаба Ясмина. Сломала стол Ясмина. Касара ас-саата Исраиль. Касарат ас-саата Ясмина. Поняли? Либо местоимение, вместо мактаб аса повторять, говоришь касараху Исраиль, если он сломал. Она сломала касаратху Ясмина. Касаратху Ясмина. А если говорим Исраиль, говорим касараху. Касараху. Касаратху. Просто ты запомни. Сначала просто давай спрягать без ху и ха. Без ху и ха. Захаба. Он пошел, он сломал. Касара. Захабат. Она пошла. Она сломала. Просто без ху и ха. Просто мы спрягаем. Просто сломала. Вот. Захабат. Как будет? Касарат. Они оба пошли, мужчины. Захаба. Они оба сломали. Смотри. Захаба. Касара. Они оба женщины пошли. Захабата. Они оба женщины сломали. Касарата. Захабу. Они мужчины. Касару. Захабна. Они сломали женщины. Касарна. Хитуля? Хитуля? Ахсан. Теперь давай другой глагол. Просто спрягаем. Сейчас просто спрягаем. Я вам буду мутаадди приводить примеры глагола мутаадди, которые можно спрягать также таким же образом. 6 видов. Хафиза. Спрягай. Хафиза. Он выучил. Хафиза. Она выучила. Хафиза. Та. Двойственное мужское сначала. Хафиза. Смотри. Захаба. Хафиза. Хафиза. Хафизта. Хафизата. Хафизата. И они захабу. Хафизу. Захабна. Хафизна. Хафизна. Еще раз только без запинки. Хафиза. Хафизат. Хафиз. Двойственное мужское.
Хафиза. حفظا Как захаба. Да? حفظا حفظتا حفظتا Хафизата. حفظ Как захабу. حفظت Захабу. حفظوا حفظوا Хафизу. и Захабна. حفظنا حفظنا Хафизна. Запинка. Конкретные запинки. Давай. Гасала. Пускай будет гасала. Он помыл. кто тут человек? Он, Я? да. Спрягай. Быстро, быстро. У нас времени нету. غسلت Захаба. غسل Смотри сюда и спрягай, как ты видишь здесь. я вот здесь смотрю Давай. Гасала. غسل غسلت غسل غسل Ага. غسلت Гасалата. غسلت Ага. غسلوا Ага. غسلنا Еще раз без запинки. غسلنا Один. Захаба. غسل Гасала. Маша. غسل غسلت غسل Ага. غسلتا Ахсан. غسلوا Мгм. غسلنا Ахсан. Глагол пускай будет назафа. نظفا Мгм. نظفت Мгм. نظفا Мгм. Вот это Да-да-да. Назафа. نظفا نظفتها نظفа подожди Назафата. نظفتا نظفتو Не. Захабу. نظفزو Нафазу. Назафу. نظفу Назафу. نظفنا Назафна. Ахсан. так наза Давай еще раз. назафна да в общем слово? Да. Назафа. назафа назафат назафа ва Назафа. назафа Назафа. Назафа. назафата Мгм. нафазу Назафу. назафу нафазу Назафна. Сложно. Просто сложно. Назафна. Пускай будет давать глагол зараба. Пускай будет зараба. очень другое Еще посложнее. ну не так как бы назафа Так. который мы знаем например давай за Зараба? Нет, Я уже- сейчас пускай он. Катаба. Пускай будет катаба. Кушали, да? Не, писали. Писали. катаба 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 катабата Мгм. катабу катабу Хасан, без запинки. Пускай будет акаля, кушать. акаля 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 акалята Мгм. акаля акалу Акалу. акалу акалю Машаллах, Хасан. Акальна. Почти без запинки. Почти без запинки. Таиб. Ибрамика. Аль. Таиб. Гасала. غسل Мгм. غسلت Мгм. غسلا Мгм. غسلت Гасалата. غسلتا Ага. غسلوا Мгм. غسلنا. Гасальна. Итуля? Ничего трудного нету. Да. Теперь вот это, смотрите, вот, например, гасаля сейчас мутаадди, потому что отвечает на вопрос, что помыл? Фейль дурей мутаадди, гайр мутаадди. Мутааддира фам должен. Мутаадди это то, что отвечает на вопрос, что сделал. Вот, например, захаба, она не переходящая. Мутаадди это то есть переходящая. Сейчас захаба не переходящая. На русском, если в двух словах объяснить, нельзя сказать захаба, например, что пошел. Не говорят же так, что пошел. А можно говорить, что помыл? Можно. Можно. Что сломал? Можно. Значит, касара и гасара у нас мутаадди. А вот захаба и хараджа не мутаадди, потому что он не отвечает на вопрос, что вышел. Хараджа вышел, например, да? Что вышел? Нельзя сказать. Значит, она не переходящая. Не переходящая. А переходящая отвечает на вопрос, что сделал. Что сделал? Назафа. Помыл, почистил. Отвечает на вопрос, что сделал? Отвечает. Значит, она соединяется еще с местоимением. Касара мы уже много раз брали, давайте сделаем так. Он его сломал, как будет? Касараху. Запомнили? Касараху. Она его сломала, пускай будет только мужской род. Так, сначала только сделаем спряжение с местоимением мужского рода. Касараху, он сломал его. Она сломала его. Касаратху. Они оба сломали его. Касараху. Как будет? Касараху. Они, женщины двое, сломали его. Касаратаху. Касаратаху. Они его сломали, мужчины. Касаруху. Касаруху. Касарнаху. Касарнаху. У нас же в конце фатха стоит. Касарнаху. Поняли? Да. Касарнаху. Теперь назафа. Назафаху. Он почистил его. Она. Назафатху.
Надафатху. Надафаху. Надафаху. Две мужчины, да? Надафатаху. Надафатаху. Они мужчины почистили. Надафуху. Надафуху. Они женщины. Надафнаху. Надафнаху. Гасалах брали? Да. Гасалаху. Она почистила его. Гасалатху. Гасалаху. Двойственное. Гасалатаху. Гасалуху. Гасальнаху. Гасальнаху. Зараба. Кто сможет сделать? Я. Смотри. Зараба только с местоимением. Он сломал его. Бисмилля. Зарабаху. 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 Зарабатху. Ага. Зарабаху. 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 Они оба ударили его, например. Зарабаху. Зарабатаху. Зарабатаху. Зарабуху. Зарабуху. Зарабнаху. 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 Ахсан. Катаба. Они написали его. Давай справа. Он старше, давай. Потом Исмаил, потом ты, потом Исмаил. Катаба. Какое слово? Катабаху. Катабатху. Катабатху. Катабаху. Катабатаху. 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 Катабуху. Катабнаху. Ахсан. Почти без запинок. Так, лабиса. Лабиса, он одел, одевать. Он одел его, например, камис, то это будет лабис. Как будет? Лабисаху. Лабисаху. Лабисатху. Лабисатху. Лабиса. Подожди. Да. Лабисата. Лабисаху. Двойственное же. Лабисаху, как захаба. Да, алиф. Третье. Лабисаху. Лабисаху. Лабасат. Лабастаху. Смотри, лабасата. Лабасатаху. Ага. Лабазуху. Лабасуху. Как захабу, да? Лабасу. Если просто говорить лабасуху. Лабасуху и Лабазна. лабасна. Сейчас после Исмаила. И только вот это Ты почему уже сказал? Как ты сказал, да? То есть, пускай у тебя будет глагол. Джаласа у нас мутаадди или гари мутаадди? Гари мутаадди. Откуда ты узнал? Потому что она Что сидел? Что идти? Что сидел? Что сидел? Не говорят же, что сидел. Не, просто сидел. Да. Не мутаадди. Значит, не получится у нас с местоимением. Да, нельзя говорить джаласаху. Нельзя сказать так. Шариба. Потому пить. что нельзя связать что? Да. Что? Вот вода у нас какого рода? Мужского. Значит, гу, да, будет? Выпил его. Давай. Шариба. Шарибаху. Нет. Шарибаху просто. Первое. Он попил его. Он выпил его. А я удлинил, да? Да. Шарибаху. Опять Шарибу. Шарибаху. 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 Шарибатху. Шарибатху. Шарибаху. Ахсан. Шарибатаху. 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 Шарибуху. Шарибухна. Шарибна. Шарибнаху. Ахсан. Пускай будет наверняка купил. Иштара. Иштара чуть-чуть трудновато, я потом объясню. Это му'таль ахир. То есть она слабая буква. Слабая. Потому что я чуть-чуть... Вот в этой букве, то есть вот здесь я путаюсь. Она Вот чуть-чуть третья, сложноватая вот иштара, я потом посередине. объясню. Попозже еще попрактикуемся. Глаголы. Это сейчас здоровые буквы. Касара, дараба. То, что я сейчас вам даю, это с здоровыми буквами кончается. Есть еще с буквой Я и с буквой Вау, когда заканчиваются буквы, они чуть-чуть по-другому, и это сарф делается. Поэтому иштара не будет. Шарабуй такой, да? Не, шариба, Уй, вот эти окончания. да, буква Я. Как иштарайту, например. Иштарайту, буква Я. Шараба это пить? Шариба. Шариба. Да. Это можно. Шарибту льма. Шарибта, говоришь, шарибту. Шариба. Шариб тульма это... Я пришел, пить стакан, воду. да, мой стакан пустой. Я сказал, ман шарибаху. Кто выпил? Да, здесь не сказал аль-маа, просто сказал ман шарибаху. Шарибаху и строили. Сам третье Шарибаху. лицо. Шарибаху. А если это выпила девушка? Шарибатха. Ху. Шарибатху. То есть Ясмина. просто Шарибатху кто добавляется. ясмина. Да, шарибатху ясмина. А если двое выпили, как мы сказали, двое мужчин? Шариба. Шарибаху Мухаммадун ва Аббас. Шарибаху Мухаммадун ва Аббас.
А если двое девушек выпили и две имени женского. Зайнаб. Шарибатаху Ясминату ва Зайнаб. Шарибатаху Ясминату ва Зайнаб. Если куча людей выпила... Тува меша? Чи? Куча мужчин и куча женщин. Ясмина и Зайнаб. Ясмина, Тува, Зайнаб. Как меган? Ясмина ва Зайнаб. Ясмина ва Зайнаб. Ясмина ва Зайнаб. Как меган? شربوه محمد وعباس وإيشوا Израиль. Шарибуху, Мухаммад, Аббас и Израиль. Это трое. А если девушки выпили? Шарибнаху. Кто? Ясмина, Амина, Зайнаб. Ясминату, Зайнаб ва Фатима, например. Ясминату ва Фатима. Тай. Глагол, переходящий, пускай будет глагол, переходящий. На русском хотя бы скажите. Нет, съел, акаля уже брали. Понятно. Переходящий нужно, да? Да, Встал. встал, не переходящий. Что встал, не говоришь же? Любую кучу глаголов. Произошло. А? Что, например, произошло? Нет. Отвечай, да. Ну, да, но на арабском надо что-то Переложил. Касара уже брали. Что переложил? Ударил. Не брали. Зараба. Пускай будет зараба. Было. Зараба. Он отвечал. Он Зараба. ударил его. Угу. Зараба. Ударил его. Зараба. Зараба. Мы его спрягаем с местоимениями. Только мужского. Зарабаху. Зарабаху. Ага. Она ударила. Зараб. Тахабат. Значит, будет? Зарабаху. Зарабатху. Ахсан. Зарабаху. Ахсан. Зарабтаху. Зарабатаху. Зарабатаху. Зарабаху. Тарабуху. Зарабуху. Зарабнаху. Зарабнаху. Тоже. Зарабнаху. Тай. Повтор идет? По очереди давайте. Опять? Лябиса брали, да, уже лябиса? Переложил. Снял. Снял. Что снял? Халя. Ну, халя, опять же, с буквой Я заканчивается. Халя. Халаят будет халаят. Халя будет халаят. Сможешь? Читал, да? Аяля. Хара, да, будет хара. Хара. Он читал его. Хараху. Харааху. Хараатху. Харабаху. Харааху. Харааху. Харатаху. Хараху. Подождите. Харатуху. Карауху. Карауху. Харауху. Хараухнаху. Хараахнаху. Кара'наху. Можно потом еще? Кара'наху. Кара'наху. Потом здесь карана, вот здесь двоим женщинам, как это будет? Каранатаху. Караатаху. 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 Ну, как сказали? Хариб казахиши. Караатаху. Ну, что сказали? Халя, ну халя это снимать одежду. Халяйту, я снял одежду, да? Халяйту либаси. Халя, вот просто халя будет он снял. Он снял его, будет халяяху. Почему я? Халяяху. Ну, там буква Я, она превращается, когда спрягаешь, поэтому это сложно. Давай. Взял. Ахада, да? Ахада. Взял. Ахазаху. Ахадаху. Азахатху. Ахадат. Я так сказал. Ахазаху. Ага. Подожди. Ахадаху. Ахазатаху. Ахадатаху. Ахазатаху. Ахазу. Ахазуху. 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 Ахазнаху. Ахазнаху. Ахсанту, баракаллаху фикум. Теперь домашнее задание. Вот глаголы, пишите глаголы касара, спрягайте вот глаголы полностью. Сначала без местоимения, потом с местоимением мужского рода. Касара. Касара, напиши книжку, да?
Что, вы не знаете, как будет касара? Да. Тогда вот Что это... нужно делать? Спрягать? Сдвигать глаголы. Да, у вас загаба же есть, я тогда стираю. Да. У вас же есть. Вот эти следующие глаголы сначала просто сдвигайте без местоимения, потом с местоимения мужского рода. Касара, как будет? Все это переходящее. Надо ее постоянно вертикально держать. Надо маркер купить просто. Тогда Запомните. Завтра обязательно купите вороту. Касара, зараба, зараба. А где эти? Давайте ручкой тогда. Нет, доску можешь перевернуть. Ну вот, зараба. 3 фатхи. Ты же слышишь А. Шариба. Неужели шариба не можете писать сами? Шариба, вот. Там ро с касрой просто. И Б Шариба. отдельно, да? Почему? Все вместе. Шариба, как касара. А это уже надо сказать. Шариба. Подожди. Да. Давай, пускай будет касара. Касара. Потом шариба. Шариба. Потом у нас есть навафа. 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 У нас есть бараба. Раба. Фахима. Фахима забыли сделать, да, мы? Фахима. Я говорю, что? Пань, что? Давайте шаш хафта клем. 7 топ сначала. Фахима. Так. Тахара. Хотите тахара? Чистить. Только третий можно делать? Или Нет, навафа есть. спрягать? Только третий. Только Второй не третий. надо, да? Да. То есть это спряжение идет в настоящее время, правильно? Это прошедшее. Прошедшее? Прошедшее. Ну, почему и в будущем тоже есть, а потом это все. Сейчас только прошедшее. Во втором лицо тоже можно. Например, ты увидел, говорит, анта касартаху, он говорит, ля. И ты говоришь, анта касартаху. Ты сломал его. Это второе лицо. Можно тоже второе, но мы сейчас только о третьем будем говорить. Можно вопрос? То есть вот эти все слова, которые это домашнее задание, да? Да, спрягай. Каждый 6 раз спрягать. Просто спрягать, потом с местоимением. Потом касара, просто касара, касарат, касара, касарата, касару, касарна. Потом идет с местоимением. Касараху, касаратху. Потом касараху, касаратаху, касаруху и касарнаху. Я правильно писал? Нет. Я отсюда перепишу. Да. Касара. По-моему, там вместе пишется. Зараба, фахима, Зачем это зараба. написать? Аса. Ка, син и это. Все это мутаадди, я вам даю только мутаадди. Вот я первый раз правильно написал, просто написано. написал. Масала. Правильно первый раз написал, просто вам молитва остальное все правильно. Ну, дараса. Пускай будет дараса. Если пробуйте, вот стреляйте вот так. Вот эти 6, они все переходящие, мутаадди. Все Надо на два эти спряжать, да? Сразу группу на 5. А вот это 6 барова, да? Нет, 6 и на 2. Брат. Каждый Вот это из них буква сначала первая. просто спрягать, как загаба, а потом соединить с местоимением ху. Это во, да? Вот это зараба, буква. например. Даже по отдельности. А что такое зараба? Зарабаху Зарабаху. ударил? Он ударил его. Зарабаху, он ударил его. Зарабат, она ударила. Зарабатху, она ударила его. А у каждого одно и то же получается? У каждого одинаковые слова? В каком смысле? Да, Просто спрягать одни и спрягать те же слова? плюс местоимение. Потом с местоимением. Сначала без местоимения, потом с местоимением. Так, якфи. А вот вопрос, что Сейчас. Эфир как закончено? Завершить.